В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Необходимо безукоризненно выполнить поручение Рамзана Кадырова о снижении уровня безработицы. Об этом заявил Магомед Даудов на заседании в правительстве с министрами. На встрече обсуждались вопросы создания рабочих мест, легализации трудовых отношений, а также прогресс в реализации дорожной карты по улучшению ситуации на рынке труда до 2030 года. Репортаж Валентины Гусевской. От количества рабочих мест зависит уровень доходов населения, социальная стабильность и развитие региональной экономики. На совещании в правительстве Чеченской Республики эта тема была поднята как одна из приоритетных. На повестке дня снижение безработицы в регионе. Совещание под руководством председателя правительства Магомеда Даудова начали с обсуждения вопроса о создании рабочих мест и легализации трудовых отношений. Правительством Чеченской Республики утверждена дорожная карта и реализуются мероприятия по увеличению занятости, созданию новых рабочих мест и снижению теневой экономики. Главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым поставлена задача по снижению безработицы и легализации неформальной занятости в республике до конца 2024 года. Вице-премьер-министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев отметил, планируется снизить безработицу до 5%. Всего в этом году официально зарегистрировано 352 тысячи работающих граждан. По сравнению с прошлым годом этот показатель больше на 31 тысячу. Обсудили существующие трудности в достижении плана. Недостижение плановых значений показателей, установленных в рамках реализации госпрограмм, региональных проектов и инвестиционных проектов на 2024 год обусловлено рядом причин. Слабое взаимодействие работодателей с органами службы занятости населения. Инвестиционные проекты находятся на стадии реализации. В связи с отсутствием финансирования обеспечения новых штатных единиц, например, по Министерству культуры такая ситуация сложилась. Вместе с тем, в результате проводимой работы уровень неформальной занятости в Чеченской Республике за последние 5 лет удалось снизить на 20%, а количество занятых в неформальном секторе на 95 тысяч человек увеличилось. В целях реализации поручения главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова по снижению уровня зарегистрированной безработицы в Чеченской Республике, а также безусловного достижения установленных контрольных цифр по созданию рабочих мест и легализации трудовых отношений, необходима консолидация усилий всех региональных и муниципальных органов власти. Одним из решений существующих проблем выделили взаимодействие ведомств в решении общей задачи. Министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Баширов озвучил ход реализации дорожной карты по улучшению ситуации на рынке труда до 2030 года и процент вакантных мест в ведомствах региона. По линии Минобразования Чеченской Республики ведется мониторинг 3 целевых показателей. Из них первое. Уровень трудоустройства выпускников среднего профессионального образования составляет 61%. Перевыполнение на 9,2%. Второе. Уровень трудоустройства выпускников высшего образования составляет 62,7%. Перевыполнение 0,9%. По линии Минэк экономразвития Чеченской Республики ведется мониторинг 2 показателей. Из них первое. Количество созданных рабочих мест составляет 4513 рабочих мест. Перевыполнение 45,6%. В целом показатели по выявленной теневой занятости всего выявлено 2413 работников. На целевых показателях за 2 квартала 2024 года наблюдается перевыполнение по основным целевым показателям. В большей степени заинтересованы в трудоустройстве выпускники учебных заведений. Однако нередко в этом возникает проблема из-за большого количества молодых специалистов в регионе. Об этом поделился в своем докладе министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев. Если в прошлом году у нас выпуск СПО составил 10 546 человек, потому что это уже конституционное право населения и рейтинг главы республики. Определенное количество населения от такого-то имеет право бесплатного обучения богщика, уайолщу. Но письменно хадайтен отвечу, у нас создается вопрос тогда
по идее, по закону, по закону Хильчем со всей республики заказ делаешь, по этому заказу у Акяч побежбор и вояц. Ну, допустим, минайко, грубо говоря, 0 луш Хильч, мин прямо 0 луш Хильч. Я не знаю, куда этих людей трудоустраивать. Инсхабел болнах даже те органы исполнительной власти, которые показывают план, факт по созданию рабочих мест, они говорят, хокол, а создать, хокол уже трудоустроить на заполненные бушей бахцар. Была затронута и тема целевого использования муниципальных участков. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев подвел итоги за последние 5 лет. Период с 2019 по 2024 года в проверенных районах было выделено под коммерческие инвестиционные проекты 321 земельных участков общей площадью 1151 гектаров, в том числе проекты со сроком реализации 2025-2028 годов. На дату проверки реализованы и функционируют 172 проекта. 4 проекта построены, но не функционируют. 7 проектов объекты находятся на стадии строительства. 68 объектов не построены. Всего планируется создание 1086 рабочих мест. На дату проверки обеспечено создание 487 рабочих мест. В завершении обсуждения Магомед Даудов обратился к собравшимся о необходимости безукоризненного выполнения поставленного поручения от главы региона по снижению безработицы. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров провел инспекционную поездку в волейбольный дворец имени Вайса Ахтаева. 21 сентября там состоится торжественное открытие фестиваля культуры и спорта народов Юга России. В ходе объекта он проверил готовность объекта к проведению этого значимого события. Чеченские бойцы в зоне проведения специальной военной операции противостоят не только киевскому режиму, который много лет уничтожал мирное население Донбасса, но и всему коллективному Западу. Об этом заявил богослов Магомед Хейтанаев на встрече с солдатами спецназа Ахмат в Курской области. Подробности встречи расскажет Турпалали Тайсумов. Проповедь и религиозная поддержка бойцов. Расположение солдат спецназа Ахмат в Курской области посетил известный богослов Магомед Хейтанаев. В ходе беседы с защитниками Отечества он напомнил о большой помощи, оказываемой главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым для борьбы с представителями киевского режима. حق ملوي الخلوشول كان صرخ وصو زينه ظلمه يعاجون تشبه لربر الله ديل دي هردوش ويبتشحن وينخشي قوما بصوبناها مسانا يحكم بوش طول من بيرق يوش يخ وي مخ وي حسمش تصدير الله ديل دي هردوش حق يزي سيلا خلوشول خان چوح مولد بطاح Пейгмар, алейхиссалату вассалам, винч динаха, ден эльч хестуаш. Молдиш, нет такой дальмула. В честь празднования дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, верующие прочитали Мавлид, восхваляя лучшего из людей. Кроме того, религиозный деятель рассказал собравшимся о жизнедеятельности посланника Творца. Проповедническая деятельность с его стороны проводится на регулярной основе. Главная цель – это духовное укрепление и единство бойцов в сражении с недругами. Турпалали Тайсумов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Экспорт – это не просто продажа товаров и услуг за границу, а возможность для страны заявить о себе, продемонстрировать свои достижения и потенциал. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкто в церемонии награждения лучших экспортеров Северного Кавказа. Торжественное мероприятие в рамках всероссийского конкурса «Экспортер года» среди субъектов СКФО состоялось накануне в Грозном. О тех, кто вносит значительный вклад в развитие экономики, Аида Магомаева. Сделано в России, этот тезис дает гарантию на качественный отечественный продукт вне зависимости от места производства. Поддержка российских производителей – это стратегия развития страны, о которой всегда говорит глава государства. Представители данной программы собрались вместе с региональными коллегами, чтобы обсудить детали партнерства. С 2018 года существует национальный проект, который
этом есть огромное количество мер поддержки наших экспортеров. Мы видим, что экспортерами активно пользуются. И на следующие 6 лет, действительно, на горизонте до 30 года принято решение принципиально президентом и правительством продления этого национального проекта, выделены достаточно серьезные средства на его реализацию. И у нас в этом проекте зашиты в том числе мероприятия, которые направлены на продвижение нашей продукции. Это и продолжение программы «Сделано в России», это продолжение многочисленных программ, которые ведет Российский экспортный центр по созданию положительного образа российской продукции на внешних рынках, по продаже нашей с вами продукции на маркетплейсах, на международных. Я знаю, что очень активно коллеги на китайский рынок выходят. Сама встреча состоялась в рамках награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» среди региона Северокавказского федерального округа. Премия учреждена правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Российский экспортный центр уже несколько лет реализует программу «Сделано в России» как некий такой мостик между нашими производителями и потребителем за рубежом. На чем строится этот мост? На 2 факторах. Первое – это бесплатный сертификат «Сделано в России», такая птичка в триколоре, наверное, видели, как такой страновой бренд и узнаваемый уже во многих странах. В ходе дискуссии обсудили пути повышения конкурентоспособности и увеличения узнаваемости наших компаний на мировом рынке. Заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимир Надыкта отметил, что в прошлом году поддержку получили более 1500 экспортеров округа. Что касается развития экспортного потенциала, мы видим очень хорошие результаты и по 2023 году, и по первому кварталу 2024 года. У нас 2 лидера есть, которые наращивают экспортный потенциал. Это Чеченская республика и Республика Ингушетия, которые значительно его нарастили по итогам первого квартала. Полугодия еще сейчас досчитывается, но уверен, и там будут хорошие показатели. Заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев призвал региональные компании использовать все возможности для развития экспорта и выхода на международный рынок. Он подчеркнул, что Чеченская Республика и Российский экспортный центр готовы оказывать всестороннюю поддержку амбициозным компаниям на всех этапах, включая продвижение продукции на зарубежных рынках. Сегодня на самом деле предоставляются абсолютно все меры поддержки, все условия для того, чтобы бизнесмены, люди, которые занимаются тем или иным производством, услугами в любых сферах, для них открываются абсолютно все двери, все возможности для того, чтобы они могли не только развиваться на территории Чеченской Республики, Российской Федерации, но и выходить далеко-далеко за ее пределы. Компании, присоединившиеся к сообществу «Сделано в России», получают ряд преимуществ: приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру, участие в маркетинговых мероприятиях, информационную поддержку и возможность сотрудничества с известными амбассадорами бренда. В этом году провел совещание в каждом из федеральных округов, встречался с экспортерами, с органами региональной власти и выяснил, что существует 3 основных запроса у экспортеров к органам власти. Первое – это компенсация затрат на транспортировку продукции, то есть помощь в логистике. Второе – это финансирование экспорта при помощи льготных кредитов. И третье – это помощь в продвижении продукции за рубежом. Торжественная церемония награждения призеров окружного этапа всероссийского конкурса состоялась среди субъектов Северокавказского федерального округа, на которой жюри отметило 24 компании в 13 номинациях, продемонстрировавших высокие результаты в области экспорта. Самыми активными участниками конкурса стали компании из Чеченской Республики и Ставропольского края, каждая из которых завоевала по 10 призовых мест. Как отмечают эксперты, программа уже начала давать положительные результаты. Российские производства получают дополнительную возможность для развития, а их продукция становится более узнаваемой и востребованной за рубежом. Аида Магомаева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика.
ГГНТУ активно работает над сокращением дистанции между школой и университетом. Сегодня вуз представил на ярмарке вакансий доступные образовательные программы и материально-техническую базу. Участники активно задавали волнующие будущих абитуриентов вопросы о различных направлениях обучения, правилах подачи документов на поступление и университетской жизни. Насколько ярмарка помогла школьникам прояснить их будущее, расскажет Аида Магомаева. Школьные годы пролетают быстро, и вскоре перед каждым выпускником встанет вопрос, какую профессию выбрать и в какой вуз поступить. Этот выбор определяет будущее и может повлиять на всю жизнь. Более 300 школьников из 20 школ столицы собрались в Грозненском государственном техническом университете, чтобы окунуться в мир будущих профессий на яркой и информативной ярмарке вакансий. Мероприятие, организованное для старшеклассников, представило возможности обучения и перспективы карьерного роста в данном вузе. Для того, чтобы дети могли сделать осознанный выбор, мы решили объединиться и провести вот такое мероприятие, дать детям информацию о том, какие специальности у нас есть, чем они интересны, чем они могли бы заняться. И, возможно, кто-то из них все-таки, учитывая ту информацию, которую мы им предоставили, сделает свой выбор в нашу пользу. Представители разных отделений университета подготовили для будущих студентов детальные презентации о своих направлениях. Школьники смогли узнать о программах обучения, требованиях к поступлению, а также о перспективах профессий, востребованных на рынке труда. Бизнес-информатика. Кто это такой? Это тот, кто может анализировать. То есть для кого-то две цифры рядом стоящие ничего не дают. А для бизнес-информатика он может вытащить оттуда очень много информации. За какое-то время, какое количество, что это может дать в будущем. То есть это те, у кого сложен аналитический ум. Здесь вы сдаете общество, русский и также профильную математику. На мероприятии студенты разных факультетов также делились своим опытом с будущими абитуриентами, рассказывая о своих учебных буднях, о внеучебной жизни, о клубах и кружках, как они сочетают учебу с личной жизнью. Мы рассказывали им про преимущества поступления в вуз, про то, какие возможности предоставляет каждый институт, спрашивали про их интересы, советовали, как им нужно поступать в вуз, какие экзамены нужно сдавать, каких ошибок лучше, как их можно избежать. Вот. В целом я сегодня как рассказывала про студенческую жизнь, о том, каково это быть студентом Грозненского нефтяного, о том, какие направления деятельности сейчас актуальны. Для студентов в целом 4 направления, которые хотелось бы выделить. Это проектная деятельность, профком, также это наука и культура. Как для меня это самое важное направление. Советовала ребятам то, как они могут проявить себя, про то, что не нужно бояться, не нужно волноваться перед поступлением, просто пробовать новое и идти к возможностям. Стоит отметить, что для своих выпускников вуз создал Центр трудоустройства и карьеры. Новый отдел призван помогать студентам в поиске работы. Уже сейчас мы трудоустраиваем наших студентов по заявкам от наших индустриальных партнеров. То есть мы работаем со всеми предприятиями крупными, более-менее крупными предприятиями республики. Они дают нам заявки по требуемым вакансиям. Мы со своей стороны им предоставляем информацию о наших студентах, которые могут эту вакансию заполнить, трудоустроиться. Ярмарка профессий стала отличной возможностью для школьников поближе познакомиться с разными специальностями, узнать о том, как устроена университетская жизнь и получить практические советы от студентов. Организаторы уверены, что мероприятие поможет школьникам сделать более осознанный выбор своей будущей профессии. Аида Магомаева, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. На бульваре Эсамбаева прошла презентация детского литературно-художественного журнала «Стеллад», в ходе которой были розданы экземпляры издания. В мероприятии участвовали журналисты и известный писатель Муса Ахмадов, который поделился историей создания и развития журнала, отметил его преимущества и подчеркнул важность чтения. Он полностью издается на чеченском языке и направлен на развитие творческого мышления у подрастающего поколения. Кроме того, юные участники встречи представили стихи на разнообразные темы. Шварт рубрик шу, тюран шу, дицар шу, хетал метал шу, кроссворд шу, вай алам дозар статья шу, духом дух сега. Судя علامة أس كاتشة شويز بيرش أستي كديش بيرش يشوش جاكيت يوش ساعويو صار بيرش موت شاربو أس جاكي أغوان دي بريزيدنت شوشيش
Сундел журнал дозит во что мероприятие, что дик даяха. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.